В Уфе проходит студенческая весна стран БРИКС и ШОС. Молодые люди собрались здесь, чтобы показать свои творческие способности и обменяться бесценным опытом. В ярком творческом концерте приняли участие студенческие коллективы из республики и участники из международных стран. На сцене были продемонстрированы народные танцы и песни. Я думаю, что студенческая весна ШОС БРИКС проводится для сближения наших народов, разных стран. Сюда приезжает очень много талантливой молодежи. Всего на фестиваль приехало 15 стран, которые на протяжении нескольких дней будут принимать в нем участие. Ведущим церемонии открытия стал певец Александр Киреев, участник «Фабрики звезд». Это когда приезжаешь, это, в общем, общение, ты знакомишься с культурами других стран, другими народами, чего-то делишься, учишься у них, учишь их. В общем, много полезных знакомств. 26 июня прошла концертная программа по направлению Art Hall. Я участвовал в студенческой весне стран ШОС и БРИКС. Выступал на площадке Art Hall. Это, получается, вне конкурсного выступления. Показывали, то есть был отбор, и после этого отбора там провели режиссуру, то есть мы ходили на мастер-классы, репетировали и сделали, так сказать, 2 концерта. Студенты из 5 государств и 11 регионов нашей страны стали участниками этого фестиваля. Они подготовили разнообразную программу. Зрители увидели театральные и танцевальные постановки, послушали классическую музыку и звуки народных инструментов. Финал международного проекта «Универвидение-2016» начинается прямо сейчас. Давайте посмотрим, кто стал победителем этого вокального конкурса. Основной идеей Универвидения стал девиз «Объединяя мир». В конкурсе приняли участие 9 команд из 7 стран. Весна стран ШОС и БРИКС – это в какой-то степени продолжение тех знаменитых саммитов, которые у нас в прошлом году прошли. И вот сам этот термин «студенческая весна стран ШОС и БРИКС» – это на самом деле целый комплекс программ, проектов, которые в этом году успешно реализован в нашей республике. Каждая делегация страны смогла проголосовать за любого конкурсанта, кроме своего представителя. Третье место заняла Ида Топорова из России, второе – Арслан Тукаев, Россия. Первое место взял коллектив «Казак Каздары». Девушки выбрали для своего выступления песню «Черный ворон», которая пришлась по душе каждому. Я представляла Россию на площадке Универвидения как победитель всероссийского этапа Универвидения. Честно, сложнее было почему-то перед экспертами на репетициях. Сегодня я вышла и почему-то расслабилась, только удовольствие получила наоборот.